Пол теперь не лава, а целый мир. Задача малышей – очистить его. Ребята быстро спохватились и решили смоделированную экологами-волонтерами глобальную проблему. Однако пока не понимая, что к чему, они складывают хлам в разные коробки. Как правильно распределять мусор по контейнерам и для чего это нужно природе? Волонтеры клуба «Эколав» разбирают ошибки малышей и помогают вникнуть в тонкости сортировки. Так, например, крышки от бутылок нужно собирать отдельно и избавляться от еды внутри пластика, чтобы не допустить загрязнения вторсырья. Сегодня ребята узнали много нового. Больше теории потенциальному техническому персоналу понравилась игра с сортировкой. Кто хорошо справлялся, кто плохо? Хорошо справлялась Марем, я так думаю. А плохо кто собирал? Плохо собирала Эльмира. Мы все играли хорошо и собирали в ящики, на которых написаны правильные. А вот Лиза говорила, ты хуже всех играл. Как-то. Спецурок проходит в детском саду «Маленький гений». Такие экопросветительские акции Минприроды Ингушетии и «Эколав» проводят еще в одном магазском детсаде «Сказка». Волонтеры и до этого проводили такие мероприятия в школах, но в дошкольных учреждениях впервые. Она приурочена к Всемирному дню охраны окружающей среды и Дню эколога. Мы хотим, чтобы дети в детских садиках Республики Ингушетия знали, как разделять правильно мусор, ну и, конечно, познакомить их с принципами системы раздельного сбора мусора и принципами переработки отходов. Мы с вами прекрасно понимаем, что эта проблема актуальна на сегодняшний день. Эта проблема должна решаться, и решаться она должна именно начиная с подросткового возраста. В Москве принимается распоряжение о том, чтобы внедрить систему, именно чтобы люди начали разделять мусор на практике. Когда распоряжение будет принято, Минприроды Ингушетии и региональные ведомства природоохраны будут направлять заявку на финансирование, и при поддержке федеральной мы сможем закупить баки. В России реформа обращения с отходами началась 1 января 2019-го. Она призвана сделать обращение с мусором более цивилизованным и снизить статистику с незаконными свалками и объемы вывозимых отходов. Основные показатели реформы определены нацпроектом «Экология». Так, на переработку к 2024 году должно отправляться 36% мусора. Система раздельного сбора мусора экспериментально была внедрена в Магасе 2 года назад. Такие цветные урны придают городу более эстетичный вид и аккуратность. В столице есть и подземные капсулы, благодаря которым санитарная обстановка в городе заметно улучшилась. Пропала необходимость каждый год обновлять мусорные баки в связи с экономичностью новых. Хава Газикова, Асхаб Белакиев. Новости 24.